Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что он от вас скрывает, что прячет, все его тайны, все его секреты. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину и давайте узнаем все его тайны и секреты. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, отсыпка у нас общая. Помните об этом. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Смотрите, мужчина, он скрывает черты своего характера, либо свои какие-то странные наклонности. Мужчина сам себя характеризует, вот сам себя для самого себя. Вот волк-одиночка. Видите, вот он, волк стоит, он говорит: я волк-одиночка. Я не создан для семьи, я не смогу быть в семье. Либо я, наверное, волк-одиночка, мне сложно быть в семье, мне сложно брать на себя ответственность, мне сложно, там, не знаю, семью, в конце концов, обеспечивать. Да? Вот такие у него мысли. Либо он боится этого момента, либо он, грубо говоря, ощущает, что ему тяжело, и вот такие мысли, что нет, может быть, лучше мне будет одному. Опять же, вы разные. Кто-то загадал на мужа, а кто-то загадал просто на парня. Вот. Он себя характеризует, либо думает о себе, что он волк-одиночка. Конечно, он это скрывает. Конечно, перед вами он там весь такой: да, хочу семью, хочу детей, да ты что, там всегда мечтал, чтобы у меня там было много детей, как там мужчины обычно любят рассказывать. Но вот есть такое. И еще у кого-то отыграется, что мужчина хотел бы, либо не хотел бы, а мечтает о том, чтобы там сорваться и во все тяжкие, грубо говоря, там нагуляться, куда-то поехать, там, снять с себя ответственность. Такие вот у него мысли, мечты. Так, еще черта характера. Он ленивый. Вот ленность, в нем присутствует ленность. И все он делает как будто бы из-под палки. То ли сам себя принуждает, заставляет, то ли, кто-то, грубо говоря, вы его можете заставлять что-то делать, там, работать, по дому помогать. Либо, допустим, может быть, он с родителями живет, да, родители заставляют. Он ленивый, он очень ленивый. Он любит спать, он любит просто вот сидеть, балдеть, ничего не делать. Вот это есть. Это его такая негативная черта, с которой он не борется, к сожалению, но которую он от людей скрывает. Скорее всего, он всем рассказывает, что он там прям такой работяжка, он там ни минуты покоя, да, не присел, не покушал, весь в делах, весь в работе. На самом деле он ленивый. Ленивый, кстати, еще и забывчивый. А может быть, он и забывчивый, потому что ему просто лень что-то делать. И вот он всегда такой: ой, я так заработался, я забыл, боже, я забыл. Нет, ты просто ленивый. Так, еще он скрывает, что он какой-то... давайте так, буду подбирать слова. Помешанный на интимной близости. Вот, так скажу, обтекаемо. Не знаю, как такие вещи завуалировать, но вот я вижу, что он прям любит это дело, он любит за этим делом, не знаю, наблюдать. Может быть, он там любит фильмы для взрослых, может быть, он там коллекционирует журналы для мужчин. В общем, такой тайный эротоман. Вот. Он это скрывает, он типа: я порядочный, что ты, фу-фу-фу, там, что за игры, что там за извращения, не-не-не, это не про меня, это не для меня. Но на самом деле ему это нравится, его это тянет, его это привлекает, и он с удовольствием бы так прям с головой туда вот во все это нырнул. Но благо нет возможности, либо, действительно он в семье, он ваш муж, и просто не имеет на это никакого права, ни морального, ни этического. Но прям очень
и хочется, прям аж пищит, как хочется. Это есть. Но здесь, я думаю, можно к сексологу обратиться, этот вопрос будет решен. Так, еще он от вас скрывает какие-то свои проблемы. Проблемы то ли на работе, то ли в делах, то ли с какими-то людьми. У него что-то есть. Есть, причем достаточно серьезное, и он это скрывает. И еще мне не нравится, что он, в принципе, к этому всему относится как-то философски. Ну, типа, ну, есть, ну и что? Ну, пока там за мной не пришли, грубо говоря, да, пусть будет. То есть он ничего не делает, либо как-то с полруки, да, делает для того, чтобы решить эти проблемы. Если он ваш муж, это просто отвратительно. Это просто отвратительно. Если он просто парень, который нравится, ну, тут скорее про его расхлябанность и безответственность речь идет. Может быть, да, действительно он молод, и эти уроки ему нужно пройти. А если он такой по жизни, то это, конечно, большой минус для этого мужчины. Тогда его нужно будет постоянно контролировать, и вам в будущем придется вести всю эту семейную бухгалтерию и прямо его проверять на каждом шагу. Знаете, такой и в кредит может залезть, и долгов наделать, да что угодно может сделать, да, и счета там вовремя не оплачивать. Ну, может, это он может. И, скорее всего, вот сейчас на нем вот вижу то ли два долга, то ли какие-то две проблемы. Просто вот висят мертвым грузом. И он, грубо говоря, сидит на попе ровно и даже не шевелится для того, чтобы что-то исправить. Так, еще секрет. Но тут секрет больше похож на отношение к вам. Смотрите, он не ожидал от тебя, что он сможет в вас влюбиться. Не ожидал. Скорее всего, он думал, что вы женщина, там, ну, развлечься, отвлечься, там, ну, пару дней, там, ну, пусть пару недель, да, а потом, типа, я там чем-нибудь другим займусь. Но вот это легкое отношение, легкое поведение в отношении вас привело его к очень серьезным чувствам. К очень серьезным чувствам. И эти чувства стали для него очень большой неожиданностью. Он долго боролся с этими чувствами, он сопротивлялся этим чувствам. Он даже какие-то поступки вот специально совершал, такие поступки, которые вас обижали, да, для того, чтобы вы, ну, грубо говоря, от него отвернулись. Да, чтобы не он вас, а вы его оставили, бросили, чтобы вы в нем разочаровались. Но видите, не вышло. Не вышло. Теперь у вас любовь с друг другом. А если вы только лишь встречаетесь, и мужчина ведет себя вот каким-то отвратительным образом, то, девчонки, он делает все, чтобы вы от него отказались. Потому что он боится потерять себя, полюбив вас. Ну, то есть, знаете, как свободу потеряю. Боже, как это я полюблю? Что ж там, и жениться потом придется. Ну, вот как сопротивляется своей этой влюбленности, своей любви сопротивляется. Отсюда вот такие плохие поступки по отношению к вам, обидные поступки. Там, невнимательность, да, может быть, там, забывает на свидание вас пригласить, либо недостаточно романтичный. Но вот как я не могу от нее сам отказаться, пусть это она меня бросит. Но это он борется со своей любовью. Кстати, безуспешно борется. Все равно никуда не денется, влюбится, либо уже влюбился. Еще, что он скрывает? Зависть он свою скрывает к вам, девочки. Зависть скрывает. Вот смотрите, это не первая отсыпка, когда я вижу, что женщина гораздо умнее и взрослее ментально, чем мужчина. Он по сравнению с вами, я не знаю, там, первоклашка. Вы старшеклассница, а он первоклашка. Ну, я имею в виду ментальность, да. Вы больше знаете, вы быстрее соображаете, у вас с логикой все прям просто чудесно. Вот он смотрит на вас и действительно вам завидует и думает: Господи, ну она же женщина, почему она такая умная, почему я такой глупый, почему у меня голова так быстро не работает, почему я не такой начитанный, либо почему я такой, ну, туповатый, да, вот есть такое. С одной стороны, гордится, что такая умная женщина на него внимание обратила, а с другой стороны, завидует. Да, завидует, он не понимает, почему он такой глупый, почему вы такая умная. Вот. Может с вами, кстати, спорить по любому поводу, вот лишь бы доказать, что нет, я тоже умный, да, либо я тоже могу аргументировать. Но по факту ничего ты не можешь, кроме как орать, да, либо грубить, ничего ты не можешь. Проблемы в знаниях,
пробелы, да, они вот прям очевидны, прям на поверхности лежат. Кстати, у кого-то еще отыграется, что вы в карьере более успешная, чем он. Да, может быть, вы зарабатываете меньше, чем он, но карьеру вы строите более успешно, да, быстрее добиваетесь продвижения, карьерного роста. Этому тоже он может завидовать. И даже из-за этого на вас обижаться. Да. Так, еще его тайные секреты. С какой-то женщиной он общается. Это не для всех отыграется, но для кого-то конкретного. Общается с какой-то женщиной, которая, ну, вам, грубо говоря, в подметке не годится. Женщина, ой, ну давайте так, только на инстинктах живущая, да, там ничего, наполнения нет внутри, ни души, ни сердца, ни мозга, а вот именно инстинктами живет. Женщина, которая его там всячески комплиментит, знаете, это облизывают его с ног до головы, там, ой, какой ты умный, он такой классный, ну, типа на деньги его разводят. Вот. А он-то думает, что да, вот, пожалуйста, меня-то ценят, я такой для нее крутой, ну, просто вот этот рыцарь, да, без страха и укора, в блестящих доспехах. Но он с ней, скорее всего, как в интернете общается, какая-то переписка между ними, там по проводам у них информация. Личных встреч я не вижу, но переписку я вижу. Это есть. Она ему нужна скорее как для моральной поддержки, да, что я не такой-то глупый, да, и меня можно тоже и уважать, и комплиментить. Может быть, вы правда ему комплименты не делаете. Хотя вы женщина честная, если не за что, то вы никогда не станете на пустом месте ему комплименты делать. Ну, как бы есть такое. Нет, он не намерен вам изменять, и таких мыслей нет, потому что вы для него только женщина номер один, желанная. Он других женщин не сильно хочет. Вас он сильно хочет, других нет. А вот именно вот лесть, да, он падок на лесть. Лесть ему нужна. Ну, это есть. Так, еще его секреты. Какая-то травма у него в детстве произошла. Травма, которая привела к каким-то серьезным комплексам. Есть у него такие комплексы, которые мешают ему жить и развиваться, которые мешают ему устроить полноценные отношения. Может быть, родители у него там в раннем детстве разводились. Может быть, его какая-то девочка обидела, либо там, ну, воспитательница, учитель, педагог, да, в начальной школе. Что-то произошло. И вот он это прячет, он это скрывает, а оно ему реально мешает. Мешает жить, мешает любить, мешает строить отношения. Он прячет эти комплексы, он понимает, что с ним что-то не так, но ничего с этим не делает. Ну, если бы он вам честно рассказал, вы бы, конечно, ему помогли. Хотя бы даже, знаете, как выговориться по поводу этого комплекса, это уже помощь. Да, осознать проблему и проговорить ее. Но он молчит, он молчит. Так, и еще у кого-то из девчонок отыграется, что мужчина ваш, он склонен к каким-то дурным привычкам. Склонен просто, да, вот его прям тянет. Он сейчас как в завязке находится, но может срываться. Может быть, он у вас азартный, там, любит играть в казино, там, всякие игры, там, на деньги играть. Может быть, там всякие челленджи любит. Знаете, такие бесшабашные люди, там, наспор что-то делают, да, вот такие моменты. Очень, кстати, неприятные и опасные. У кого-то отыграется, что мужчина, ну так, слегка выпивает, но если прям что-то случится, может в запой уходить. У третьих отыграется, что мужчина, допустим, ну, может чем-то запрещенным баловаться. Ну, вот есть такое. Вот он это скрывает. Если его спросить, он скажет: нет, ты что, да никогда, нет, вот я как стеклышко. На самом деле есть. Вот вижу, что у момента особо сильного стресса его прям тянет на вот это негативное, на плохое, на запрещенку тянет. Вот это есть, и он это скрывает. Здесь лечиться надо. Вообще, мне кажется, что этому мужчине нужен хороший психолог, либо умная, понимающая женщина, которая сможет его разговорить. Но я так понимаю, что это вы. Это вы. Надо, девочки, надо все проговаривать. Надо слабым помогать. Надо слабым помогать. Это важно. И вообще, знаете, судя по этой отсыпке, сдается мне, что вы так и идете в паре. Вы сильная личность, а он слабая личность. Вы ему
как поддержка, как опора, как проводник идете. Вы как голова, а он как руки-ноги, понимаете? Так мне идет. Хотя, может быть, у вас такая миссия, да, помогать слабым людям. Может быть, запросто. Еще у кого-то отыграется, что мужчина бредит какими-то дорогами. Вот куда-то либо съездить, либо куда-то уехать, либо вообще переехать. Это у него такая хрустальная мечта, о которой он сильно не распространяется, ну, потому что над ним смеяться будут, да? Его высмеют. Но ему прям очень хочется. И, кстати, эта мечта, она не пустая. Ему вообще суждено в жизни какую-то дорогу покорить, очень дальнюю дорогу. Возможно, свою мечту осуществить, а возможно, все как-то спонтанно произойдет. Да? И волей судьбы он куда-то уедет, переедет, либо где-то побывает. Так, еще один секрет касается его прошлых отношений с какой-то женщиной. Опять же, не для всех, хотя, возможно, у 50% так и отыграется. Какой-то очень постыдный поступок совершил. И он очень сильно боится, что вы об этом узнаете. Может быть, вы ему как-то говорили, что я вот вообще не приемлю там насилие, особенно если там мужчина осуществляет насилие над женщиной. Вот. А у него как раз такой грех за ним, как говорится, числится. И он очень боится, что вы об этом узнаете. И, девочки, еще... Если этот мужчина вам говорил, что я никогда на женщину руку не подниму, он врет, он может. Он может. Понятно, что с нормальной этой головой он этого делать не будет, но если он будет, ну, грубо говоря, в измененном состоянии, там, под алкоголем, либо, может быть, там какой-то стресс сильный, то может. Он такой, что он может. Вот, это вы тоже должны про него знать. Он это скрывает, он это прячет, это постыдно, понятно, но он может, либо он это уже делал. Он уже это делал. Так, еще кто в паре, кто в браке. Мужчина от вас скрывает свою заначку, он где-то отдельно складирует свои деньги. Небольшая сумма, но это есть. Это есть. Конечно, этот поступок его не красит, но тем не менее. Он на что-то собирает. Я не могу сказать на что. Может быть, на какую-то покупку, может быть, вам что-то подарить. Но вот вижу, что он где-то припрятал сумму, и он ее постоянно пополняет. Она у него растет. Небольшая, но есть. Это для тех, кто уже именно проживает вместе, у кого пара сформировалась, либо вы в браке. Где-то прячет. Не дома, сразу говорю, не дома. Дома не найдете. Где-то в другом месте прячет. Если есть машина, то в машине. Если родители недалеко, то у родителей дома прячет. Умный. Видите, умный. Дома не прячет. Так, в целом у мужчины на вас очень серьезные планы. Либо на вас, либо вместе с вами. Да, опять же, если вы встречаетесь, то это одно. Если вы уже в паре, в браке, то совершенно другое. Вот. Ему хочется с вами вдвоем что-то осуществить, либо чем-то заняться. Пока он к этому морально, может быть, и материально готовится, но сюрприз как будто бы хочет вам сделать. Сюрприз. И я сразу скажу, этот сюрприз вас не только порадует, но и очень сильно удивит. Вам будет очень приятно, да, от него получить такой сюрприз. Но это у вас впереди, это у вас в будущем. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.